Добрый день, это передача «Акцент». В студии работает Анивера Акимова. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя жилищной политики Министерства строительства и архитектурного комплекса Алексей Миронов. Миронов Алексей Васильевич, заместитель руководителя отдела жилищной политики Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия. С 2012 года работал в Министерстве экономики. С 2014 года работал в ГБУ Агентство инвестиционного развития Республики Саха-Якутия. Алексей Васильевич, добрый день. В прошлом году была утверждена подпрограмма формирования рынка арендного жилья и наемных домов. Расскажите об этом. У нас правительством ведется планомерная работа развития жилищной политики. Но, несмотря на это, в основном граждане приобретают квартиры в ипотеку, то есть основная часть граждан, да, которые не подпадают под именно под программы улучшения жилищных условий. И в целях для того, чтобы этих граждан поддержать, мы реализуем эту программу. Да, в настоящее время у нас возникают проблемы с получением ипотеки у граждан в связи с тем, что высокие процентные ставки, да, и высокий первоначальный взнос. То есть гражданам необходимо взять кредит, чтобы как-то накопить, заплатить за первоначальный взнос квартиры, да, планируемой квартиры. То есть, и это большая проблема. И в связи с этим правительством было принято решение о реализации программы формирования рынка арендного жилья и наемных домов. И в настоящее время, да, у нас разработан указ главы Республики Саха-Якутия от 26 декабря 2016 года, номер 1600, в котором утверждена подпрограмма формирования рынка арендного жилья и наемных домов. Да. В рамках этой программы у нас получается то, что в 2015-2016 годах правительством республики были выделены средства из государственного бюджета в размере 191 миллиона для именно приобретения долевого строительства арендного жилья. В мае текущего года завершены работы по оснащению мебелью и бытовой техники 28 квартир по улице Каландрашвили. И в настоящее время вот эти квартиры готовы. И также до конца июля планируется ввести объект на Богдана Чижика 31. И получается сколько квартир? У нас всего 65 квартир. Это получается только в городе Якутске, да? Это в городе Якутске, да. А программа, получается, только работает в городе? У нас, да, это у нас получается как пилотный проект, то есть это у нас идет сначала апробация данной программы, насколько она, возможно ее реализовать, и в дальнейшем при удачной реализации данной программы она будет распространена на всю республику. А стоимость жилья в месяц, допустим, однокомнатная квартира, примерно сколько будет? Примерно стоимость однокомнатной квартиры по льготной ставке будет 14 тысяч рублей в месяц. А в данной программе кто может участвовать? В настоящее время Министерство архитектуры сформировало порядок определения категории граждан, которые находятся на согласовании органов исполнительной власти. Но по основным критериям можно сказать, что у нас будут участвовать граждане, проживающие совместно с членами семьи, то есть семьи, имеющие детей, либо родители с одним ребенком. Да. Также у нас неизменным условием останется то, что гражданин и члены его семьи не должны иметь жилых помещений, то есть у них не должно быть собственности своей. И еще один момент, то что у них среднемесячный уровень дохода в расчете на одного гражданина не должен превышать 2 прожиточных минимумов, то есть 32 тысяч, и не должно быть меньше одного прожиточного минимума, то есть 16 тысяч, то есть на одного члена семьи. То есть получается, семья из 3 человек не должна зарабатывать больше 90 тысяч рублей. А неполная семья, допустим? Может рассчитывать? 60 тысяч, да. Родитель с одним ребенком может участвовать в этой программе. Но у них доход не должен превышать 60 тысяч рублей. Если, допустим, семья зарабатывает 150 тысяч, в принципе, арендное жилье им не нужно, они могут взять квартиру в кредит. То есть и вот эти условия они останутся неизменными. Еще одно условие – заявки
да, они будут приниматься через портал, единый портал государственных услуг Республики Саха-Якутия, e-yakutia.ru. И, то есть не надо будет приходить с документами там, в какое-нибудь министерство, орган местного самоуправления. Можно это сделать в электронном виде, то есть это намного упростит систему, то есть и это будет... А заявки уже можно подавать, да? Или Нет, еще рано? сейчас у нас получается то, что порядок еще не утвержден, он сформирован, но находится на согласовании, то есть, возможно, будут какие-то внесены изменения, да, коррективы, но неизменным останется то, что заявки будут приниматься через портал госуслуг и те вот моменты, которые я озвучил. Ну, примерно тогда начнется уже с осени этого года, да? Да, порядок, до конца августа мы его точно примем. То есть и у нас она, да, примерно где-то с осени начнется работать. Хорошо. А еще какие требования есть, помимо вот этих? Ну, эти основные требования, ну, еще возможно то, что также требования на то, что семья еще не реализовала, не реализовала право на улучшение жилищных условий, то есть не получала субсидию, там, социальную выплату на приобретение квартиры. Ну, такие условия. Ну, возможно, какие-то будут внесены коррективы, но вот те моменты, которые я ранее озвучил, они точно не будут меняться, то есть это точно. А в следующем году эта программа будет реализована или нет? Да, то есть, да, на договора они будут заключаться срок на 5 лет, и, то есть, она в любом случае будет в следующем году реализовываться, но мы вот, как я сказал ранее, это будет проект пилотный. Сейчас мы просто делаем апробацию механизма арендного жилья, то есть для того, чтобы посмотреть, насколько это вот, эффективно. Да? И при подтверждении эффективности данной программы она в дальнейшем будет еще развиваться. Получается, кроме вот арендной стоимости, человек еще оплачивает и коммунальные услуги, да? Нет, вот в 14 тысяч входят еще коммунальные расходы, то есть человек будет оплачивать только арендную стоимость, и счетчики. А квартиры вообще меблированы или нет? Да, квартиры, они будут полностью обставлены с ремонтом, то есть там будут и бытовая техника, и необходимая мебель, и с ремонтом. В других регионах есть такая программа? В настоящее время в России реализуется арендное жилье, реализация наемных домов в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. И все, больше в России нету. То есть, также еще есть в Сахалинской области реализуется арендное жилье. В других субъектах в настоящее время пока такого механизма нету. То есть мы, получается, одни из первых, которые будут реализовывать данную программу. Квартиры площадью, допустим, однокомнатные квартиры, там сколько? Площадь квартиры? Там площадь квартиры около 36 квадратных метров, однокомнатные квартиры. Двухкомнатные квартиры около 58 квадратных метров. И у нас есть одна трехкомнатная квартира, которая квадратура где-то около 77 квадратных метров. Оказывается, очень хороший проект, да? Да, мы будем его смотреть, мы будем смотреть, как реализуется. И дальше будете работать. Да, и в дальнейшем будем развивать, конечно, данное направление. Алексей Васильевич, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Это была программа «Акцент». До новых встреч.